Привет. Привет, как дела? Ага. Хорошо. Так, сейчас слышно, да? Немножко Мгм. будет шумно. Всем привет! Так, Кай, Мгм. настроение хайтай. Настроение хорошее. Привет из Якутии. У нас сегодня потеплело, Кай? тумана нет. На А, все это ну, минус 30, наверное. По-русски иду, по-якутски иду. Или Какое было, да? по-английски иду. Можно... Да. Можно по-английски, да? Здравствуйте, слышно. Поставьте плюсики, кто в прямом эфире. Кстати, вот я же была на конференции у Игоря Мана, и Да-да. он сказал, что не нужно этот фон смывать. Прям Э, вот, да, прям была его рекомендация в прямых эфирах или в зумах, что, мгм. оказывается, нельзя смывать фон. Это, ну, то, что нужно быть таким прозрачным с слушателями, с подписчиками. Вот, А, всем привет, привет. Мгм. Присоединяйтесь. Ну, потом эфир сохранится же, да? да. Ага, отлично. Так, Сахалы, да? Да, сахалы, нючалы, да? Мгм. Английской еды. Өтө күннен мен атым Николай, Казахстантан Колбанным. Онна бияха бүгін алжеттер Марина Дечковская, Эвита Лето. Привет. Эвита Лето ден Тухтин смыслах псевдонимы. Ой, внезапный вопрос, не подготовилась. Ну, на самом деле, Вита Лето появилась просто по приколу. Тут Мгм. среди нас сидит Арсен, и он тоже соучастник. Вот. Мгм. А, ВКонтакте имя придумалось, когда вот это ВКонтакте, когда бы еще было ВКонтакте, и просто там Эвита, и там добавили лето, и такая, прикольно, звучит же, звучит. Вот и так и пошло, там Эвита лето, и с тех пор там преследуют там и в Инстаграм, и везде уже как Эвита лето. Некоторые вообще знают меня как Эвита, оказывается, не знают как Марина. Вот. И потом я хотела этот свой сайт evitalето.com, и тут Да. вижу, что название занято. Эвита, ну, то есть это я придумала, но, оказывается, название занято уже, Эвита Лето. И потом нашла это магазин, в котором вяжут из Мексики. Мгм. В Мексике вяжут, и вот этот вот А, магазин называется Эвита Лето. Вот. Так что, а так меня зовут Марина, Да. Марина Давай, Дичковская. расскажи о себе. Но коротко, если рассказать, да, то я позиционирую себя как нутрициолог, как наставник по осознанному питанию. Но сегодня мы будем говорить именно про Непал и часть моей жизни из Непала, потому что хочется рассказать. И давно планировали с тобой прямой эфир про Непал. Я долгое время жила в Непале. В 2018 году пошла осуществлять свою мечту. А, Одна, без гида, без портеров. Прошла трек вокруг Анапурны. Это вот один из Мгм. красивых маршрутов. И этот, Можно конечно, путь... сразу Ага, вопрос. Как пришла ага. эта идея? Как ты пришла к идее поехать в Непал внезапно Ну, из всех стран? ага. Мне кажется, вот самое первое, мысль появилась, когда вышел фильм «Эверест». Помнишь, А, вот да, да, да. 2014, по-моему, год, когда вот мы тоже тусили вместе, дружили, работали в СВФУ, и вышел фильм «Эверест», и был момент, когда вот главный герой сидел у базового лагеря Эвереста, и я такая-то, как вспышка, там, я должна быть там. И вот с тех пор, вот это вот с 2014 года я все хотела попасть в Непал, все мечтала, изучала и смогла осуществить только в 2018 году. Ого. И когда у тебя же есть вот какая-то мечта, тебя это преследует. Ты вот постоянно, например, находишь там в книгах, да, видишь вывеску, в журналах, там, например, там, открывая книгу, и там написано, она села в самолет и улетела в Катманду. Я такая, да, надо срочно ехать. Вот это вот постоянно преследовала, и, и я вот поставила цель, что такие вот сначала должна пробежать марафон полный,
подготовилась к марафону, потом вот прочувствовать горы, жила в Краснодарском крае, там ходила по горам тоже одна, и как будто почувствовала в себе силы, и вот в 2018 году решила поехать одна. Вот. И я планировала как путь отшельника, такой вот как духовный, глубокий путь, но на самом деле получилось все наоборот. Я там познакомилась вообще со всеми людьми, со всего мира, с местными тоже подружилась, и как будто я была одна, но не одна. То есть очень много, ну то есть это путешествие было таким очень веселым, и буквально я не оставалась одна. Отлично. И с чего ты начала подготовку к поездке? Ну, конечно же, в первую очередь нужно изучать местность, культуру. И у меня вообще нет такого большого опыта в горах, и я начала изучать, что происходит с организмом на 5000, спрашивать у людей, которые были. И, в принципе, везде говорилось, что если ты здоровый человек, то на высоте будешь нормально себя чувствовать. Вот, здоровый, активный человек. И так как до этого я бегала марафон и повышала свою выносливость, да, и длительный бег, который вот, поддерживал длительный бег, иногда там бегала по сопкам, в горах тоже ходила туда-сюда с рюкзаком. И мне кажется, вот самое главное иметь спокойствие, внутреннее спокойствие в горах, да, и быть уверенным в себе, и быть выносливым человеком. А выносливость, она сильно не прокачивается, это дается, мне кажется, генетически. И в основном у якутов очень хорошая выносливость. То есть они, может быть, не сильные физически, да, как там спринтеры, да, афроамериканцы, вот, но в выносливости, мне кажется, мало кто тоже сравнится с нами. Вот, и если ты вот тоже выносливый человек, который ты можешь идти долго, с рюкзаком, с весом, то, в принципе, можешь пройти этот путь и хорошо себя чувствовать на высоте. Ну, конечно, я там ответственно очень относилась и изучала исследования, потому что я сама вот магистр общественного здравоохранения, и это вот, моя фишка, да, смотреть исследования, состояние здоровья, и не было так, что, ой, просто поеду, посмотрим, как будет. Надо быть, уверенным в себе и физически, и морально. Вот к этому я готовилась. Супер. Вообще, подъем в горы — это дорогое удовольствие, наверное, да? Как ты накопила этот бюджет? Но, кстати, насчет бюджета, я практически поехала без бюджета, потому что у меня была мечта поехать, да, в Непал, и нужно было это обязательно осуществить. Альпинизм, он дорогой. То есть, если ты увлекаешься альпинизмом, то тебе нужно покупать там очень много оборудования, да, снаряжений, и одежда дорогая. А на 5000 это больше как трекинг. И это как в походной одежде, и вот то, что у тебя рюкзак хороший должен быть, да, обувь, вот, и самое главное, чтобы ты хорошо, комфортно себя чувствовала, вот, и это получается, что, не нужно жалеть денег на обувь качественную, вот, это самое главное, а остальные вещи можно купить в Катманду. В Катманду есть прям вот туристический район, где продают все вот вещи походные, трекинговые, и можно купить там North Face там по супер там дешевой цене, и этого, в принципе, вот на трек хватит, да, этих вещей. И можно еще потом, потому что ты же увлекаешься не супер профессионально, да, а любительски, и можно вот закупиться такими вот флис, там, и термобелье, вот, пуховик какой-нибудь купить. И, в принципе, вот для того, чтобы просто пойти, не так много денег нужно. Супер. И вот мы подошли к Непалу. Давай, сможешь рассказать про саму страну, про людей, культуру, традиции
Может, законы необычные? Да, ну там, во-первых, все необычно в Непале. И для меня люди, которые были в Непале, это как люди, которые знают про существование Хогвартса и Нарнии, потому что это абсолютно другая планета, и все так говорят, кто там был, что абсолютно другая атмосфера, энергетика у этой страны, и ты чувствуешь, как будто вернулся домой, ты чувствуешь, что тебя там ждут, ждали, по крайней мере, и тебе всегда помогут. И первое, что тебя шокирует, это как люди к тебе относятся и как люди на тебя смотрят. Просто вот так вот открыто на тебя смотрят с таким вот любопытным взглядом и с любящим взглядом, да, и вот заинтересованно. Обычно в России как у нас происходит, да, там, типа, если ты вот так вот смотришь человека, ты еще что-нибудь получишь, да, от этого человека. То есть как будто вы всегда вот прячем, вот так вот, да, ну, чтобы не трогали. А там вот именно прям открытый взгляд, и это, конечно, ну, поражает с первого взгляда, с первого раза. Вот. А потом еще там все по-другому. Там у них другой календарь. Сейчас, по-моему, 2075 год. Они Новый год отмечают в апреле. Также у них вот флаг другой, да, у всех прямоугольный, и там вот Да. два треугольника. У них язык другой совершенно. И у них еще то, что непальцы, в Непале живут 30 народностей. И они вообще не похожи друг на друга. То есть они могут называться как непальцы, но внешне и культурой, и даже языком они будут очень сильно отличаться. Потому что, как вы знаете, Непал находится на границе Китая и Индии, то есть Китая и Индии, и люди также выглядят. То есть часть могут выглядеть как мы, вообще суперазиаты, да, такие вот с тибетским происхождением, или могут выглядеть как индусы, один в один. Вот. А большая часть такие вот смешанные, вот баганой, да, вот смешанные, и у них вот просто разные народности. Те, кто живут вот на территории Эвереста, это шерпы, те, кто живут на территории Анапурны, это бурунги, и у них вот прям очень похожи на нас внешне. И вот ближе к Индии уже джунгли, там и слоны водятся, и тигры, вот, и они тоже внешне очень сильно отличаются. И я вот, так как жила в разных частях Непала и побывала в разных деревушках, даже в тех, в которых не вступали туристы, да, и могу сказать, просто совершенно разные деревни, совершенно разные люди с разными обычаями. И это, конечно, вот прям поражает. Классно. Марина, ты еще говорила, что время, да, другое у них, часовой пояс. Да, кстати, время тоже другое. Там разница с Якутском было 3 часа 30 минут, по-моему, или 45 минут. То есть вообще просто не прям часы, а поминутная разница. И мне было, например, очень сложно выходить в прямые эфиры из Непала, потому что я или пропускала, или забывала, потому что как-то надо было сидеть и считать. Вот. И что еще? Ну вот прям совершенно другая культура. Вот прям когда приезжаешь, ты вот понимаешь, что попал в совсем другую планету, и там вот не действуют законы логики, действуют законы кармы. И это тоже очень хорошо ощущается, потому что когда ты ведешь бизнес в Непале, да, то тебе нужно проявить огромное терпение и такое спокойствие для того, чтобы все это, ну, прожить этот опыт. Мы же привыкли, что вот там по часам все, там встали, пошли, да, все должно быть там по плану, тайм-менеджмент, да, а там такого нет. То есть там ты или человек хороший, да, или нет. Вот, и ты будешь там ждать местных, например, по 2, по 3 часа, и это вот считается абсолютной нормой. Так, и когда ты там была, ты проводила авторские туры, да? Да. Можешь Ну вот, рассказать? в 2018 году вот я поехала одна, и трек вокруг Анапурны, да, всего шло там 19 дней. А потом познакомилась там с казашкой, очень тоже интересной девушкой, и мы решили осенью вместе сделать тур. Она как йогиня, а я как богиня
А я как человек, который там знает, да, как себя чувствовать в горах. Вот. Оценка супер. Да, да, а потом должны были набрать там из Казахстана и из Якутии. Такой вот должны были сделать дружественный трек, путешествие в горах. Но получилось так, что набрался только один человек из Якутии, из Мирного, и он уже там все оплатил. И я ему звоню, вот товарищу, и говорю, у меня для тебя хорошие и плохие новости. Он такой, ну, спрашивает, какие плохие новости? Я говорю, ну, тур наш отменяется, а хорошие новости в том, что мы едем с тобой на Эверест. Он такой, вау, вот, супер, вот. И так мы впервые поехали, ну, я ему сказала, что это будет тоже как первый опыт, мы будем вместе, будет там местный гид, и мы вот все впервые поедем на Эверест, посмотрим. И он, конечно, с удовольствием согласился, потому что приехать в Непал и не увидеть Эверест, особенно для мужчины, да, это, конечно, было бы обидно. И вот мы собрались на такой просто грандиозный тур вдвоем в Якутию, у которого вообще нет опыта, да, горного. И он такой там спрашивает за месяц до поездки, а как готовиться-то? Как начать подготовку на Эверест? Он такой один раз побегал с рюкзаком по сопкам. Говорит, ну ладно, хватит, я готов к Эвересту. Вот. Я говорю, главное вот с правильным подходом, с правильным планированием акклиматизации, в принципе, путь можно пройти. И так мы вот осенью 2018 года поехали на Эверест. И просто незабываемо провели время. И он тоже говорит, он же из Мирного, и говорит, что из Мирного был только один, который профессиональный вот альпинист, и увидел Эверест. И он вот простой парень, рабочий, да, и он увидел Эверест своими глазами, он дошел своими ногами, и он был просто очень сильно благодарен, что осуществилась его мечта, да, что таким вот образом он смог увидеть. И он до сих пор говорит, что ну, ничего не сравнится с этим туром. Вот. И, конечно, там после второго путешествия в Гималаях я почувствовала уверенность и начала уже искать, да, из Якутии, чтобы больше людей увидели, чтобы прочувствовали. Итак, в 2019 году я сделала 2 тура. Это, опять же, до базового лагеря Эвереста и плюс еще арт-тур с Мирой Аргуновой. Мы вот вместе рисовали картины, вот, и у меня в планах было вот 2 путешествия, и эти путешествия очень хорошо получились, и теперь вот по истечении времени, когда мы понимаем, что в 2020 году, да, наступила пандемия, и потом 21-й, 22-й, там лучше не становится, да, и кажется, что классное было время, вот, 18-й, 19-й, когда можно было вот путешествовать спокойно. Но я, конечно же, не планировала заниматься путешествиями напрямую, что прям это будет моя деятельность. И в первую очередь я вот специалист по питанию, у меня вот 2 высших образования, и также как будто у меня был такой вот, ну, отдых, да, отпуск, пока я в Непале отпуск от своей профессиональной деятельности, но когда наступила пандемия, и пандемию я провела в Непале, прям такое вот жесточайшее время локдауна, про это тоже поговорим. И там, конечно, я вспомнила, что это все надо прийти вот в свою профессию, надо начать уже работать онлайн и именно начать консультировать по питанию, по пищевым привычкам. И так получилось, что в Непале я тоже вернулась в свою профессию. Да. Так. А вот что объединяет этих людей, которые приехали на твой тур? Есть что-то общее у них? Ну, я думаю, что, конечно, есть. Во-первых, в Непал не все приезжают, потому что приезжает только какой-то, скажем, сорт людей, да, потому что каким-то людям будет очень сложно попасть в такие условия. Приезжают именно ищущие духовно, да, и плюс еще любящие горы, и также
духовно развивающие люди. Вот, ну, я бы разделила на два типа людей, которые приезжают в Непал. Это те, кто вот прям увлекается горами профессионально, да, и любительски. Мгм. И также вот люди, которые ищут себя, и ищут духовного развития. Вот два направления. И также вот есть вот два направления туризма, да, то есть горные треки и плюс духовные центры в Непале тоже очень развиты. Вот, приезжают там заниматься йогой или ретриты. Вот, тоже можно найти вот такое вот духовное путешествие в Непале, потому что это считается родиной Будды, очень много разных древних храмов, а, очень много учителей духовных, вот, и все вот к ним приезжают. Но самое интересное, что в Непал приезжают все люди из разных частей мира. Вот ты можешь вот в кафешке встретить там американца, да, итальянца, француза, русских, вот все вперемешку, и все равны, да. И мне кажется, такого вот рвения, что все стремятся, да, вот попасть, увидеть Эверест, и с такими вот сияющими сердцами людей ты мало где встретишь, которых, вот, ну, когда вас объединяет там общее дело, да, или Мгм. наоборот, любовь к Богу, например, для некоторых людей. Вот. Мало где, мне кажется, увидишь таких заинтересованных туристов, иностранцев. Да. А там, наверное, есть своя культура, да? Например, каждому помогать в сложный момент там. Да-да-да, там, когда я планировала только Непал, да ты же не знаешь, я собиралась ехать одна, еще как молодая девушка, и ты опасаешься, естественно. И потом, когда я общалась с людьми, которые были в Непале, я спрашивала в первую очередь про безопасность, как там, и все мне говорили, что там супер безопасно в Непале, что все тебе помогут, ничего с тобой не случится, потому что у них вера такая, они живут вот по принципам кармы. Если что-то там украдут, да, или что. Ну, конечно, там бывают моменты криминала, но, скорее всего, это как так, ну, как исключение, да, и какой-то там меньший процент, но по большей части ты себя чувствуешь очень комфортно и безопасно. Вот. И поэтому, ну, поэтому так, если, ну, ты чувствуешь, что человек верующий, и Мгм. ты понимаешь, что если у тебя там, ну, там, все равно нужно быть бдительными, конечно, да, там, но все равно ты уверен, что с тобой ничего не случится. Как Мгм. будто чувствуешь это от людей. Классно. А вот насчет безопасности, какая страховка должна быть? Медицинская. А, да, страховка обязательно должна быть. Если едешь на высоте выше 4000, то нужно с вертолетной эвакуацией. Это, ну, желательно, потому что если что-то с тобой, не дай бог, случится, и страховка не покрывает вертолетную эвакуацию, то ты со своего кармана платишь, а это очень дорого. И поэтому я всем, ну, всем туристам, которые приезжают ко мне, там рекомендую, чтобы брали эвакуацию, ну, страховку с вертолетной эвакуацией. И Мгм. ну, вот это такая вот база, да, страховки. Вот. А так обычная вот страховка путешественника подходит, Мгм. или спортивная страховка подходит. Хорошо. И далее два вопроса. Мгм. Пандемия или твой предстоящий тур? Ну, давай начнем с пандемии. Мгм. Ага. Как прошла пандемия? А, Ну, сейчас вспоминать, конечно, прям так очень тяжело. Мгм. Ну, вот в 2020 году я планировала туры, да, на Эверест. У Да. меня уже были люди. И представьте мое состояние, когда за 2 или 3 недели пишет, что Непал закрывается. А люди уже купили билеты, да, люди все оплатили. И это, конечно, был просто ужас и шок, а, что, ну, потому что мы впервые сталкиваемся, да, с такими Мгм. ситуациями внешними, когда закрываются границы, и это не от тебя зависит. И пришлось, конечно, все отменить, и мы не знали тогда, да, что это будет год или там 2 года, месяц, да, неделя.
просто отменяешь и ждешь, что произойдет. Но оказалось, что в итоге я 1,5 года сидела в Непале, в самые жуткие и страшные времена, и я все это видела своими глазами, как люди просто едят там чечевицу, ну вот долбат, Мгм. рис, да, только. И, конечно, там вообще не было никакой помощи от государства предпринимателям. Наоборот, они брали налог от людей, которые вот сидят. И 2020 год же был объявлен годом туризма в Непале. И все ждали там огромное количество туристов, в 3 раза больше ожидали. Мгм. И для этого вот строили гостиницы, строили рестораны, строили какие-то новые там аттракционы, и все ждали вот огромное количество людей с надеждой, что сейчас бизнес пойдет. И представьте, тоже у людей в апреле говорят, что все закрывается, и получается стройка не достраивается, да, рестораны, которые там они аренду оплатили, тоже все стоит. И все, конечно, ушли вот в такую в тотальную бедность и нищету, и я все это видела вот своими глазами. Но поражает то, что люди не унывают. Да, они просто, если есть что там поесть сегодня, люди будут просто, они даже тебе будут готовы помогать в таком состоянии. Вот. И никто не знал, да, когда там выкарабкается, когда там бизнес пойдет. И это, конечно, прям был такой шок для народа. Вот, полностью все. И причем, вот, мне кажется, в Непале был один из самых жесточайших локдаунов, когда ничего не работает. Мгм. Ни там, ни магазины, аптеки. Первые дни были вот такие, да, просто ты сидишь дома и ничего не работает. Ты даже не знаешь, что будешь есть, Мгм. где ты пойдешь, что ты сделаешь. Ты просто сидишь и ждешь, что там, возможно, где-то откроется, ты сможешь купить там хлеб хотя бы, да. Мгм. Вот, и это было, конечно, страшно, но мне кажется, что у меня случилась такая вот защита от стресса. Я такая, все хорошо, я такая, все нормально. Когда-то все туристы плакали и говорили, что вообще как все ужасно здесь, все как несправедливо. Я такая всем говорю, все нормально, мы живы, здоровы, не болеем, там есть что поесть, все будет хорошо. Но потом я понимаю, что это была моя защита. На самом деле не все хорошо было, да, то есть надо было там бить тревогу и понимать, что это ненормально. Ну, как бы Мгм. я жила абсолютно таких в ненормальных условиях. Вот. И причем еще не дома, да, не у Да. себя дома, когда нет друзей, когда нет родных, да, которые могут хотя бы там угостить ужином, да. Тут Мгм. ты совершенно одна, в незнакомой стране, с другим языком, с другими понятиями, и причем таким жестким локдауном. Вот. Это плюс один. Вторая история, что мы все платили за визу. Я за все эти дни локдауна платила визу, Мгм. как обычно. То есть сделали нам 1 или 2 месяца только безвизовый режим. Такой вот. За все остальные дни я платила визу. Около $2000, что ли, я заплатила за визу. И я работала только для того, чтобы покрыть свою визу. И были случаи, что если турист, например, попадается, и у него вот нет визы, да, то его сажают в тюрьму. То есть прям такие, да, прям такой вот стоял страх, что... И, да, Да. когда ты, ну, когда все по правилам у тебя, и это прям был такой тоже жуткий страх, Мгм. что что-то с тобой случится, да, на уровне вот там, на правовом уровне. Ну, у тебя прям каждый раз челлендж. Да. Так. Ну и давай перейдем к твоему новому туру. В Мгм. следующем году, да, будет? Да, да, да. И как раз вот в 2019 году, да, мы провели треки, путешествия. И вот была пандемия, потом я еще родила ребенка, и я сейчас только чувствую, что время пришло вернуться. Когда там уезжала из Непала, я вообще плакала, рыдала, что
когда же я увижу эти горы, да? И там друзья успокаивали, что да, Марина, там горы тебя там подождут, они всегда будут стоять и ждать, там не волнуйся, придет время, и ты вернешься в Непал. И сейчас, мне кажется, наступает это время, когда уже можно вернуться в Непал, я прям чувствую. И я придумала трек путешествия, который ни на что не похоже. Потому что в основном я это придумываю из головы, да, то, что я хочу это сделать, и как будто что-то зовет, я это делаю, и это происходит. И вот девочки, например, в 2019 году, которые были, они сказали, что, ну, если бы не я, если бы не показывала, как здесь, как что, они бы не приехали, они бы там не додумались приехать, да? Да. И сейчас я задумала просто эпичный, нереальный, глубокий, духовный, и походный трекинговый тур, который никто не делал. Ну, возможно, там делали, но не в таком формате. У нас будут места, где вот родился Будда, у нас будут все части, разные части Непала, потому что люди приезжают и видят только Эверест. Но это не так, это не про Непал. Да? Есть еще там Анапурна, со священными духовными местами рядом вообще с Тибетом, с королевством, закрытым королевством Мустан. Есть еще вот там южная часть Непала, где вот опять же носороги, слоны, да. Есть еще сам Катманду, есть вот Покхара. И я хочу показать именно вот все части Непала, и чтобы мы все это успели за 2 недели, и чтобы люди прочувствовали вот полностью, как насколько разным может быть Непал. И у нас трекинговая часть пройдет в регионе вот Мардихимал. И мне кажется, вот этот трек, он самый красивый, на которых я была. Красивее, ну, нельзя так говорить, но вообще просто очень красивый, просто безумно красивый трек, когда горы у тебя просто совсем рядом. Из-за природы? Нет, из-за того, что горы совсем рядом, и из-за того, что ты сначала поднимаешься по джунглям, а потом поднимаешься вот к снежным вершинам. То есть ты проходишь, да, за короткое время ты проходишь все разные климаты, и то, что тропа такая прям просто невероятная. Ты поднимаешься, ты видишь, что ты прям вот находишься ближе к облакам и ближе к горам. И там еще будет гора Мачапучари, которая в народе называется как рыбий хвост, он так виден, да? Это одна из недоступных гор, и то, что люди его не восходили. Я сама вот очень уважительно отношусь к тому, чтобы, ну, не просто там вот, ура, мы там, да, забрались на горы. И я очень уважительно отношусь, когда ты просто вот наблюдаешь за горами и восхищаешься, да, красотой и величием. И поэтому я хочу именно этот путь пройти вместе с теми, кто придет. Вот. И там атмосфера просто невероятная. И, например, на Эвересте более суровый климат, вот, и более суровые люди, потому что там вот очень много туристов, и там делают бизнес, и это чувствуется. Да, вот, это прям как спорт, вот, и там люди делают бизнес, и очень сложно такой вот поймать, скажем так, дзен, потому что постоянно у тебя будут преследовать огромное количество людей везде, особенно апрель-май это сезон, и там будет просто огромное количество людей. Вот. А на Анапурне, ну, это вот Мардихимал тоже часть Анапурны, но вот с другой стороны, и мы подойдем просто очень близко вот к Анапурне. И там просто космические, невероятные просто закаты, рассветы, и так очень близко вот, когда вот очень близко подходишь к горам и чувствуешь вот их дыхание. Вот. Тогда подъем на Анапурну будет, да? Не, подъем на Анапурну не будет. Ближе к базовому лагерю Анапурна. Это, ну, другой трек. Абсолютно другой трек. И там просто за короткое время можно вот все это прочувствовать. Тур у меня будет длиться 2 недели, и мы увидим, да, 5 дней, 6 дней мы будем на этом треке и почувствуем, что это такое горный трек.
Может абсолютно любой человек с начальной подготовкой. Самое главное, чтобы был здоровым и такой вот, ну, активным. Вот. Без хронических заболеваний или без каких-то в острой фазе, да, без болезни в острой фазе. Потом мы поедем, где родился Будда. Там есть вот храм Лумбини. Это ближе находится уже с границей с Индией. И там тоже совершенно другая атмосфера. Вот. Также мы поедем потом на джипах в регион Аннапурна. Там вообще просто, там будет просто очень много внутренних перелетов и внутренних движений на джипах. Вот. И в Муктинат это священное место, и там говорится о том, что если ты однажды вступишь и сделаешь омовение святой водой, то ты искупаешь и свои грехи, и грехи своих предков и родных полностью. Вот, прям вот такое вот место. И я там была сама 3 раза, и очень, ну, ни с чем не сравнить. Это вот бывшая территория Тибета, и рядом находится вот закрытое королевство Мустан, где живут настоящие короли, и прям вот защищают и сохраняют вот свои традиции и свою культуру таким образом. Вот. Также мы побываем еще, ну вот увидим 2 города, Катманду и Покхара. Также еще самое в конце мы на вертолете полетим на Эверест. Вау. Вот. Да, то есть с Катманду полетим на вертолете, и там у нас будет завтрак с видом Эверест и известные 8-тысячники мира. И, возможно, побываем на базовом лагере, ну, буквально там 15 минут, чтобы все это прочувствовать, и вот вернемся обратно. Это будет к концу нашего трипа. Вот, и да, поэтому так и называется, вот Непал, все везде и сразу. Тур мой. Название Ага. супер. Да. Надо сразу сказать, что это не шикарный отдых, не отель 5 звезд. Да. Потому что некоторые сравнивают вот, ну, с Таиландом, да, которые были, когда вот Турция, когда все включено, и тоже думают, что, ну, когда вот покупают, это тоже вот, все включено покупается. Но в Непале абсолютно это так не работает. Это все равно экстремальная поездка. Может случиться все, что угодно. И самое главное, вот с моей стороны, да, обеспечить безопасность. Я знаю вот местных людей, я с ними уже давно работаю, и поэтому я могу гарантировать, что вот будут люди, которые будут обеспечивать нам безопасность и вот наше прохождение, да, по всем этим вот частям Непала. Вот. И потом в горах, например, да, мы не ночуем в палатках, но это лоджии, но не отопляемые. Пусть там будет там супер вип, но это все равно будет холодно. Это все равно вот будешь там мерзнуть, и ты будешь, ну, как бы все равно прочувствуешь со всеми, что это такое. Вот. И также, как я ранее говорила, вот все меняется, да, в Непале, вот всегда что-то может случиться, и поэтому у нас должна быть подстраховка. Ну, для этого я как бы есть, да, чтобы решать эту проблему с местными, решать там транспорт или что, вот, если там что-то случится, тоже все это вот, ну, чтобы все было решаемо, для этого я есть. Я, например, я как организатор этого тура, но у нас будут свои гиды, свои ребята, которые вот профессиональные гиды, да, которые будут обеспечивать безопасность в горах и безопасность в поездках. Вот. И как с тобой связаться тогда? Как, ну, те, кто заинтересуется? Да, есть у меня, ну вот, во-первых, подписывайтесь, Эвита Лето, да, вот Эвита Лето, и там вот в шапке профиля есть сайт, прям вот все я там рассказала и показала на сайте, можете зайти, посмотреть, там вплоть, что нужно взять с собой, какие там медикаменты, да, что нас ждет, наша программа, все будет.
все есть, то есть на сайте, поэтому посмотрите. И, конечно же, ну, я думаю, что может помешать, да, это стоимость, потому что это, конечно, дорогое удовольствие, и намного дороже, чем вот Таиланд, Турция. А, И, но как бы другую стоимость я не могу поставить, потому что даже, ну, только вот эта вертолетная экскурсия до базового лагеря Эверест, это стоит, например, $1000, да, человека. Вот. Примерно похоже я смотрела, за там 9 дней от $4000 стоят такие туры. Ну, примерные даже, не похожие, да, на то, что я делаю, примерные. А у нас просто огромное количество там разных мест, и мне кажется, это будет просто супер такой духовный, глубокий, невероятный тур и такое вот путешествие, которое не забудете никогда в жизни. Да? Да. И мне кажется, что придут люди, готовые к такому опыту. Наверное, нужна еще особая одежда, да? Да, конечно, там будет полная консультация по одежде, что нужно взять с собой. Так, спросили, до Катманду добраться самостоятельно. Да, до Катманду нужно добраться самостоятельно, но мы же все будем в одной группе, и всех объединю, всех организую, чтобы не самостоятельно, а вместе там с участниками приехали. Я уже буду там, в Непале, и буду вас ждать и курировать, и говорить, да, с какой стороны быстрее, лучше, дешевле доехать до Непала. И, кстати, вот такие прям новости, ну, недавно увидела, в 2019 году, когда вот девушки покупали билеты, вижу, из Москвы туда-обратно 35 тысяч до Катманду было. Вообще. А сейчас вот из Москвы, там, во-первых, очень сложные перелеты, и, во-вторых, там, ну, от 100 тысяч, что ли, сейчас там стоят билеты. Вот. И думаю, вообще, да, сколько всего изменилось. Вот. Также, может, Вот, есть вопросы, да, у наших? да. Күндік рачу, и ты бар буланы мына комментарийга сұрай оқыдыңсы. А еще вопрос насчет визы. Угу. Виза, она делается очень легко. Но опять же, будет сопровождение, чтобы у нас были полностью готовые анкеты. И когда прилетаешь в Катманду, там сразу же на месте получаешь визу на 30 дней, на 15 дней, на 15 дней $20, на 30 дней $40. Вот. И нет никаких проблем с получением визы сейчас. Были небольшие проблемы во время вот пандемии. Нужно было ехать в визовый центр в Москве и там получать, но сейчас очень легко. И просто там нужно анкету заполнить и также на сайте заполнить, но это будет, сопровождение будет полностью, конечно. Вот. О чем еще я хотела рассказать? Давай я спрошу. Давай. Вот Салама ты где оставила, на какой вершине? Салама я оставила на вершине Аннапурны, то есть Торongla, это самая высокая часть трека вокруг Аннапурны на 5416 метров, и там я оставила Салама, там же я оставила якутский флаг. Вау. Вот, да, и сказала ребятам, чтобы повесили на самом видном месте внутри, да, внутри чайной. И они там повесили, некоторые ребята фотались с моим флагом потом. Ну, в основном не заходят в эту чайную и, скорее всего, не замечают. Обычно все там на улице чай пьют и обратно спускаются. Но там вот якутский флаг висит, огромный, большой. Вот. И на Марди Химал тоже висит якутский флаг, куда мы пойдем. Но он маленький, но все равно там на память оставила. И так всегда приятно, когда все это вот находишь, такие вот крест-стражи, крест-стражи Якутии. Ну, мне кажется, что у меня просто такая вот миссия, да, скажем так, чтобы в Якутии побывали люди. И я тот человек, который говорит, что если ты здоровый, то ты спокойно можешь хорошо себя чувствовать в горах. И я как тоже, ну, медик по образованию, и то, что интуитивно, да, знаю людей, и я очень хорошо чувствую людей, как они себя ощущают в горах.
и всегда буду, ну, рядом, и буду помогать, если что, да как. И самое главное, вот с планированием, да, со спокойным планированием можно хорошо себя чувствовать в Гималаях. Поэтому, да, вот сейчас уже общаемся вот с местными ребятами, и, вот о чем я хотела сказать, то что был же фильм «Нимсдая. 14 вершин», тоже рекомендую нашим подписчикам посмотреть. Это такой супергерой, который 14 вот восьмитысячников буквально за полгода прошел. И он стал просто национальным героем. Да, он стал национальным героем, и его фильм показали по Netflix. И там есть, да? Да, там есть. И огромное количество людей посмотрели. По-моему, в 22 году вышел фильм. И все, 22-й, 23-й год в Непале просто high season. Ну, то есть очень много туристов приезжает. Очень много тех, которые хотят побывать на Эвересте. То есть Нимсдай, он вдохновил всех людей во всем мире. И поэтому нужно уже сейчас готовиться к сезону. Почему я рано уже начала, да, собирать людей? Потому что очень много туристов сейчас приезжает. Вот в прошлом году, по-моему, в 2 или в 3 раза тоже больше людей пришли именно вот на базовый лагерь Эвереста. И поэтому заранее надо все готовить, заранее надо все там пробить, и отели, и гостиницы, и места, в которых мы побываем, и людей, и гидов, да, и вот все это заранее нужно все запланировать, чтобы у нас прошло все на таком хорошем уровне. Марина, в каком месяце едете? Мы летим в апреле, потому что апрель считается самым классным сезоном. Также там будет цветение всех красивых цветов в горах, и это просто ни с чем не сравнить, такое очень красивое явление. Также у нас будет там Новый год непальский, попадаем в этот период. Едем 9 апреля по 23 апреля. Вот и считается, что меня спросили, да, когда еще будет такой тур? Никогда. Шучу. Ну, то есть такой тур можно планировать только раз в год, мне кажется. Потому что это сложно будет повторить. Да? Да. Ну, просто сложно будет повторить. И в Непале очень короткий сезон. Это апрель-май и октябрь-ноябрь. Ну, даже просто октябрь. В ноябре будет уже холодно. Вот. Летом у них дожди, вообще не попутешествуешь, а зимой очень холодно. Там и снег может быть, и вообще очень холодно, там невозможно находиться. Вот поэтому апрель-май и октябрь-ноябрь. Вот есть такие сезоны туристические. А апрель, он самый такой комфортный, потому что это весна, ну, более-менее тепло в горах, и то, что вот цветение, и там дождя будет мало, снега будет мало, и поэтому хочу именно воспользоваться этим моментом. А вот как лететь? Якутск, Москва? Ну, сейчас удобнее через Бишкек. Якутск, Новосибирск, Бишкек, да, и Бишкек, Дубай, Катманду. Вот. Так намного удобнее и дешевле по билетам. Супер. А вот я видел, у тебя там был еще бургер, да? Яков. Что? Там бургер есть, да? Да. Но я же именно, почему вот такой авторский тур, да? Во-первых, это по всем моим любимым местам Непала. А во-вторых, это мои любимые вот местные кафешки, рестораны, да, в которых я уже знаю, что люди почувствуют это удовольствие. И есть такие вот прям места сердца, которые буду показывать. Мы придем в деревню Кагбени, это как ворота в королевство Мускан, то есть вот немножко там, чуть ли не километр, и уже закрытое королевство Мускан, да. Но мы это все увидим, и там находятся древнейшие храмы буддийские, и там еще есть ресторан, называется Якдональдс. Представляете, на высоте 3200 метров
находится ресторан Ягдональдс, и сделано как вот Макдональдс, но там як нарисован, и там подают вкуснейший як-бургер, это из мяса яка. И когда вот второй раз мы приехали с якутами, я же говорю, надо им дать попробовать. До нас были большая группа людей с велосипедами, то есть у них был велосипедный тур, итальянцы, по-моему. И я такая думаю, ну все, слава богу, они уедут, и мы спокойно сейчас пообедаем. Тут не видно, ну почти Макдональдс, оказывается. Да. Вот. И там вот такие, да, хорошо, мы сделаем. Мы заказали там все як-бургеры, сидим и ждем. И я там типа смотрю, а там только булочку начинают готовить. А потом типа час прошел, там девушка заходит с сыром, огромный кусок сыра. Потом я говорю, только, наверное, зарезали яка, и сейчас будут котлеты делать. Но зато там мои сказали, что это был самый вкусный бургер, и сказали, что все вот продукты натурель, да, там локал, местные, натуральные, вплоть до там капусты, вот, и все вот своими руками люди с любовью готовят на высоте 3200 метров. И это, конечно, ни с чем не сравнить. И потом еще попробовать, это просто вау. И таких мест будет очень много. В Марфе нас всех ждет яблочный сидр. Так, и давай немножко отойдем от Непала. Ты еще занимаешься сейчас обзором ресторанов Якутска, да? Да, вот, и я впервые осознанно осталась в Якутске зимовать, да. И в прошлом году я зимовала в Бишкеке с ребенком, и там начала делать обзоры ресторанов. И мне очень понравился формат. И здесь пока я здесь, я хочу быть полезной своему народу, своему делу. И хочу вот больше таких вот классных мероприятий, проектов. Открыта к любым предложениям о сотрудничестве. И тоже начала делать обзоры ресторана якутской кухни. Мы начали именно с якутской кухни. И очень много просмотров, очень много комментариев. И мне самой прям очень интересно. И формат, мне кажется, мы выбрали очень такой интересный, да? Да. И вот пока я здесь, я хочу вот свой YouTube, не то что начать, а оставить в памяти такие вот мини-документальные фильмы. Потому что это же вот наша с вами память, как мы питаемся, да, что подают в ресторанах, как готовят жеребятину, оленину и рыбу. И больше я чувствую это как вклад в культуру питания народов Якутии, потому что очень важно, да, чтобы осталась в памяти у нас, сохранилось это. А в Инстаграме это немножко не нравится, что вот быстро обзор сделали, люди быстро забыли. Через 5 минут посмотрели, там поставили оценку, обрадовались и забыли. Формат Ютуба мне нравится тем, что оно остается, оно вот там люди смотрят, оказывается, то, что там вот ты вот реально, да, ты потратила время свое, да, сделала такой выпуск, и люди не забывают. И я знаю, что эти выпуски будут смотреть там через год, через 2 года, да. И мне очень нравится вот политика Ютуба, которая вот вдохновляет авторов, чтобы мы снимали видео. Там пишет, там, вас смотрели из Франции, вас смотрели там из Америки, у вас столько-то смотрят там типа из Австралии. Поэтому это очень классно. И мне кажется, пока я здесь, хочу побольше таких вот видео оставить в памяти. А вот мне очень понравился электровый твой обзор. Ага, да. Вот. И когда следующий обзор будет? Да, ну вот река, озеро, лес тоже нам очень нравится. Я работаю с монтажером Раей, она мне помогает монтировать. Я сама снимаю все, прихожу там со штативом, свет, там, микрофон, все вот это вот расставляем, и девушка мне помогает вот монтировать. И вот река, озеро, лес, он получился прям таким, как передача, да?
вот, Мгм. по качеству. И следующее, ну, я надеюсь, успеем в декабре. Мгм. Следующее будет в декабре. А так я хочу еще сделать обзоры супермаркетов, Мгм. обзор крестьянского рынка, самого холодного, да. Также делать обзор продуктов питания. Вот. То есть хочу такой, чтобы было вот Мгм. показательно для людей, и чтобы я прям вот руками рассказывала, как все выглядит, что покупать, что приготовить. Вот. И скоро же Новый год, и, скорее всего, Да-да-да. я да, какое-то видео, связанное с Новым годом, выпущу. Давай поговорим про новогодний стол. Да, да, У да, да, нас, да. кстати, он очень тяжелый, да? Вот. Ну, конечно, он тяжелый. Если, да, если взять классические блюда, как оливье, винегрет, да, там жаркое. Ну, что можно... Я делаю гайд, кстати. Вот можно по промокоду, можете написать мне вот по промокоду Новый год, давай, да, скажем так. Мгм. И когда вот гайд будет готов, гайд называется «Как улучшить новогодний стол», Ага. и как сделать его полезным. Вот. Мгм. По промокоду Новый год я вам отправлю этот гайд, потому что сейчас можно так коротко, да, рассказать, но лучше пусть будет в таком вот бумажном виде, в электронном виде, чтобы люди воспользовались и улучшили свои блюда, сделали его более здоровее. Да, хорошо. И вообще якутская кухня тебе не кажется слишком, ну, может, надо обновить? Ну, якутская кухня, я считаю, что у нас самое топовое мясо и рыба. Просто наивкуснейшее, наиполезнейшее. Сейчас все нутрициологи и диетологи работают по принципам сбалансированности. У нас немножко не сбалансировано из-за того, что вот много мяса, много рыбы, да. И вот тоже моя миссия в нутрициологии это для того, чтобы вот питание якутов было более сбалансированным. И я включаю, рекомендую растительные продукты лучше добавить в наш рацион. И тогда уже будет все супер. Потому что по принципам здоровой тарелки у нас вот половина должны быть овощи, фрукты, ягоды, и вот четверть это белки или белки как рыба, мясо, и четверть это вот цельнозерновые продукты. Вот. И все рекомендации, да, топовых центров питания о том, что если у нас в таких пропорциях мы будем есть завтрак, обед, ужин, то, в принципе, нам ничего не нужно дополнительно. Мы будем все давать нашему организму. Вот. И поэтому вот моя работа, деятельность заключается в том, чтобы я больше рассказывала про растительные продукты и про то, чтобы мы добавляли овощи в наш рацион, потому что мясо наше, да, будет лучше усваиваться, если мы добавим больше клетчатки. Мгм. Кстати, вот на прошлой неделе провела этот мастер-класс по непальской кухне, и это было, в принципе, связано с тем, чтобы мы увидели, да, что это такое, там, чечевица, нут, арахисовая паста, да, овощи, как они готовятся, как можно их там, Авокадо. авокадо, да-да-да, как их можно готовить, как их можно преподнести. И у нас прошла очень такая душевная встреча, и участники все были супер довольны и удивлены, насколько это может быть вкусно и разнообразно. Мгм. Ну, у нас, кажется, уже время, да? Да, Что еще добавишь или что я добавлю, да? споешь? Ну, давай пожелания добавлю и тебе, и нашим зрителям, чтобы... Ну, сейчас очень сложно что-то планировать, да, что-то составлять, какие-то там, ну, планы, мечты, но я бы хотела, чтобы вы, да, больше слушали себя, и вот старались брать от жизни все прямо сейчас, да, чтобы не откладывать свою жизнь на завтра, а именно вот сегодняшнего дня Не понять, боялись? да, не боялись,
ехали в Непал, если давно планируете. Вот. А, да, чтобы не бояться и жить свою жизнь на полную, жить свою жизнь и исполняли там свои мечты и реализовывали свои способности и таланты прямо сейчас, не боялись всего этого. Вот это я желаю. И здоровья, конечно. Здоровья. И это тоже вот насчет здоровья тоже касается. Чтобы выбирали сегодня лучшее для своего здоровья, лучшее для вот того, чтобы быть здоровее прямо сейчас. Мгм. Прям новогоднее обращение. Богини. И на этой ноте, да. И на этой ноте, наверное, прощаемся. Да, Спасибо всем, спасибо кто большое. был в прямом эфире. Вот. Если что, задавайте вопросы. И по промокоду Новый год вы получите от меня гайд. Да. Да. Пишите в Инстаграм. Мгм. Все. Ча. Спасибо, Коля. Мақтал. Ага. Да, я хамахтал, Эме. Мгм. Чугайдик, успехов. Да. Спасибо.